Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях этого дня. Когда прогулка по городу оборачивается сюрпризом. Россия – это наш общий дом, поэтому мы должны жить мирно, дружно. Рамзан Кадыров пообщался с туристами. Экологический призыв. Это дело полезное, нужное. Это завтрашний день. В Чечне проходит всероссийская акция «Живи лес». Хореографическое искусство народов мира на чеченской сцене. В полном восторге от самых первых минут прибытия сюда. В Грозном открылся 8-й международный фестиваль сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева. Республика продолжает принимать гостей со всех уголков мира. Горные пейзажи, туристические комплексы и историческая столица с ее архитектурными памятниками не оставляет равнодушным никого. Об этом заявляют сами туристы и наглядно показывает статистика. Число оценивших красоту республики с начала года перевалило за 40 тысяч человек. С очередными гостями столицы пообщалась моя коллега Розана Цамаева. Азат Байназаров из Башкирии в Грозном впервые признается, что давно мечтал побывать в чеченской столице. Регулярно смотрит по телевизору новости из Чечни. Меня восхищает, впечатляют успехи экономические Чеченской республики. Также одновременно сочетание успехов в культуре и в спорте. Я хочу посмотреть мечети, которые являются очень монументальными, очень красивыми и являются как бы вершины искусства строительного. Также хочу посмотреть ваши дома в Грозно-Сити и хочу побыть в музее Ахмата Кадырова. А это гости из Сибири. Грозный своими глазами Татьяна с Ириной сегодня тоже видят первый раз. Экскурсия только началась, а положительных эмоций уже целое море, признаются они. Огромное количество строек, которые на подступах в пригороде Грозного, но и в самом Грозном говорит нам о том, что город динамично развивается. Это тоже очень радует. Мы рады за вас, за ваших жителей, за туристов, которые имеют возможность видеть такую красоту. Поэтому мы, конечно, очень рады. Своим друзьям будем рекомендовать посетить город однозначно. Спасибо. Для этих же девушек Грозный уже стал родным городом. Во время прошлого визита в республику они не только ознакомились с красотами региона, но и приобрели чеченских друзей. И вот, спустя год Таня с Юлей снова в городе, который сравнивают с птицей Феникс. В этот раз они еще и побывают на свадьбе новых знакомых. На самом деле это интересно. Посмотреть, как у других народов происходит бракосочетание, традиции. Действительно очень спокойный, очень тихий, гостеприимный город. И как бы сюда хочется возвращаться снова и снова. Впечатлило гостеприимство Чечни. Также сооружение Грозный-Сити. Нам понравилась кухня здесь, особенно лепешки с тыквой, просто божественные. Елена Дзюденкова из Москвы в Грозном уже 6-й раз. Ее знакомство с Чечней произошло в 2012-м. Девушка уже объездила всю горную часть республики. Сегодня она ознакомится с красотами столицы. Достаточно уже поздно для горных районов. И мало времени. Но в планах у меня спуск по Аргуну на рафте. И хочу попробовать новые увлечения, которое появилось. Это зиплайн на Кизиное. Главным достоинством данного региона является шикарная природа и очень гостеприимные, отзывчивые, добрые люди. И с каждой поездкой я в этом утверждаюсь снова и снова. Потому что такого радушия и гостеприимства, которое я вижу здесь, ни в одном регионе России я не встречала. Каждую неделю республику посещают без преувеличения толпы туристов. Кто-то предпочитает экскурсию по столице, а кто-то отправляется в увлекательное путешествие по горным ландшафтам Чечни. С собой вместе с памятными фотографиями они увозят массу положительных эмоций. Розана Цамаева, Булат Баканаев, Денис Хавхаров. Новости. Однако некоторых гостей, помимо достопримечательностей столицы, ждал еще один приятный сюрприз. У центральной мечети они встретили Рамзана Кадырова. В мгновение ока туристы окружили главу республики и засыпали вопросами, а также поделились своими впечатлениями от пребывания в Чечне. Рамзан Кадыров, в свою очередь, сфотографировался со всеми желающими и пообщался с ними. Я за вас, с днем рождения!
аппарат сделать. Он специально, у него сегодня день рождения, он специально приехал отпраздновать день рождения из уважения к вам. Ему 15 лет сегодня. Да, у него день Рождения у тебя, Игорь. Ой, Игорюша, тебя прикольно, день рождения. Спасибо, Рамзан, я вам не завидую. Сегодня я звезда. Ир, ты сфотографировала? Ира, сфотографируй на мой планшет. Я сейчас же перешлю вроде. Понравилось глазом? Чисто, красиво. У нас тоже чисто. Обязательно приедем. Мы также планируем посетить мечеть, которая в общий дом. городе. Поэтому мы должны жить мирно, дружно. А вы вот так без охраны ездите? И с охраной езжу, и без охраны езжу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за все. За мир. За мир. Да, да, да. Удачи вам. Город красивый. Чистый город, красивый. По словам приезжих из Краснодарского края, в Грозном они впервые. Столица Чечни оправдала все ожидания, а встреча с Рамзаном Кадыровым запомнится на всю жизнь, радостно делятся туристы. А вы впервые в Грозном? Впервые. Да, и какие впечатления? Хорошие. Город очень Чисто, красиво, уютно. Чувствуется Здороваются даже. Да. А что вам больше всего понравилось пока Вот еще? центр. Встреча. Рамзан Кадыров ваш. Рамзан Кадыров, проспект Путина. Очень даже. А вообще от встречи какие впечатления сейчас? Положительные. Самые хорошие. Что вас больше всего удивило? Самые теплые. Ваша душевность, ваша гостеприимность. Гостеприимность, молодцы. Хорошо, очень хорошо встречаете людей. Красивые люди, гостеприимные люди. Приятно, да. Одеты красиво, весело. Ну, Кадыров, конечно, поразил больше всех. Выйти спокойно, развернуться, увидеть людей, выйти, здороваться и сфотографироваться. Ну, просто молодец. Мы ехали всю ночь, не спали. А у меня мечта Пошли сбылась. гулять сейчас по городу. И вы знаете, от встречи с вашим президентом, по-моему, вся группа проснулась и очень много положительных А я, например, еще и говорила, вот если увижу Кадырова, передам привет. Девушка Мечта хотела бежать за сбылась. машиной прямо. Мечта сбылась. Они поначалу не могли поверить. Хотя и на экране он такой же человечный. Красивый, мужественный, шикарный лидер. Вам повезло, гордитесь. Опора и защита чувствуется. Мы дружим народами. Да. После неожиданной встречи с главой республики гости отправились дальше осматривать достопримечательности Грозного. По их словам, этот визит в Чечню первый, но не последний. О борьбе с коррупцией говорили в Грозненском районе. Здесь состоялась встреча правоохранителей и официальных лиц с жителями муниципалитета. По словам властей, необходимо воспитывать в людях нетерпимое отношение к такому роду преступной деятельности. Ведь именно попустительское восприятие коррупции открывает для нее новые возможности. Подробности встречи у Изнаура Заурбекова. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений был создан при Совете экономической и общественной безопасности в соответствии с указом главы республики. Первую встречу провели с жителями Грозненского муниципального района. Более 80 нормативных актов, которые работают в рамках противодействия коррупции. Мы в силу своей жизнедеятельности связываемся с социальными проблемами. Мы также получаем государственные муниципальные услуги. Полностью объяснить что не согласен, Во встрече принимают участие представители МВД, Управления по борьбе с экономическими преступлениями, правозащитных организаций, главы сельских поселений, входящих в муниципалитет, и местные жители. Собравшимся рассказали, в какие органы стоит обращаться, если у них вымогают взятки. На территории района за прошедший период за коррупционные преступления возбуждены 8 уголовных дел. 8 человек представили перед судом. В любое время и выходные дни мы принимаем. Больше того, вы знаете, мы выезжаем по селам, выездной приеме
хадовый рыбный школ. Шунан эдакана шуса харцу шигюч холстага сацула. Возможностью шуна ницбуша. Жители поведали о своих проблемах, часть которых поручили решить на месте. Люди отмечают, что такие встречи помогут им лучше защищать свои права. Актуальный خاطر شدو شو عديس نشدو ميت خدا نشدو لكن والحيش نقاصن شريز وش بلغت حليل وش غلط شاش ريز وش شين حكمش شين خلوية شنيس وتسليل وشون دلح مش بغى بيزا حانتي باك بيزا حبيل نقبو خايتين. Организаторы же считают, что подобные мероприятия способствуют оперативному выявлению случаев коррупции. Коррупционный профилактик бога, правонарушения, цохоляха, вой халк инсани цан буахт сабахтуна улкирдолштат. Сундера харсхот граждан, вой нах цер дагадек, цер проблемш, мухул, цер предложения, ждуй хок органов, предоставляющих государственные муниципальные услуги, ходить воля дартеш. и бал мероприятия. Я думаю, что такие встречи крайне необходимы, потому что в форме диалога мы выясняем чаяния, проблемы населения. И думаю, что выявляя вот эти вот проблемные места, мы можем создать более комфортную жизнь для населения. Сегодня сход с жителями Грозненского муниципального района проведен впервые. Однако в ближайшее время подобные встречи пройдут во всех районах республики. Язнаур Заурбеков, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. «Живи лес» – осенняя экологическая акция под таким названием стартовала по всей стране. В ее рамках проходят мероприятия по озеленению населенных пунктов, посадке деревьев и очистке лесов от мусора. Она является ежегодной и призвана повлиять на гражданское сознание, ведь огромный ущерб природе наносит именно человек. В стороне от акции не осталась и Чеченская республика. Об экологическом субботнике расскажет Марха Ахмадова. Ясень, клен и береза. Именно этими деревьями решили озеленить территорию Грозненского лесничества. По Чеченской республике проходит всероссийская акция «Живи лес», посвященная году воспроизводства лесов. Ее основная цель – восстановление и приумножение лесных богатств. В ней приняли участие более 100 человек. В акции принимают участие все подведомственные учреждения Министерства природных ресурсов. И по указанию министра природных ресурсов охраны окружающей среды Чеченской республики Тимирханова мы сегодня запланировали, а именно эту акцию в лесном фонде города Грозного. В этот день планируется высадить около 6 тысяч саженцев. Участок для посадки был выбран не случайно. Почвенные условия позволяют выращивать деревья без орошения. Проводится посадка лесных культур ценной породы. В данном случае это порода клен. Необходимо будет проводить уходы за этими лесными культурами в течение 5 лет. И после этого эти культуры будут переведены в площади, занятые лесом. Представители Общероссийского народного фронта отмечают, что это хорошая традиция. Они будут участвовать в акции до победного конца. Мы, конечно, с большим удовольствием восприняли эту идею проведения этой акции. Она, как известно, будет длиться в течение всего месяца. Это добрая, нужная, полезная акция. Будущий год, как известно, год экологии. Мы со своей стороны принимаем в таких мероприятиях участие. Это дело полезное, нужное. Это завтрашний день. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно посадить дерево или очистить от мусора уголок в ближайшем лесу. Именно такие, на первый взгляд, незначительные поступки позволяют сохранить одно из главных богатств человечества – уникальную экосистему нашей планеты. Марха Ахмадова, Мансур Саев. Новости. 60-летний юбилей отмечает Хамзат Тумхаев, публицист, общественный деятель, журналист, автор нескольких монографий об истории вайнахского народа. Широкую известность ему принесла книга «В поисках национальной идентичности», в которой рассказываются процессы становления и развития, а также схожесть исторических судеб чеченского и ингушского народов. В разные годы Хамзат Тумхаев занимал ответственные должности в администрации Чечни и в Министерстве печати и информации. Сейчас он является
за помощником министра образования и науки республики. В родовом селении юбиляра состоялся творческий вечер, где собрались друзья, коллеги и почитатели его творчества. Собравшиеся вспоминали события прошлых лет. Позже Хамзат Умхаев подарил гостям подписанные книги. В Грозном состоялся 8-й международный фестиваль сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева. В нем приняли участие артисты из разных уголков России и мира. Торжественная церемония прошла во Дворце танца «Войнах». Как завершился первый день конкурса, расскажет Лариса Джабраилова. До начала открытия фестиваля конкурса остаются считанные часы. Участие в нем примут более 140 танцоров со всего мира. Завтра они выйдут на сцену Дворца танца «Войнах», чтобы показать свой номер и побороться за звание лучшего. Кажется, что будет, естественно, нелегко конкурировать, потому что все участники, на первый взгляд, замечательные просто. Мы покажем 2 номера в номинации «Парный танец». Здесь много достойных танцоров. Мы рады выступить с ними на одной сцене. Мы первый раз приехали в Республику Чечню, первый раз в Грозном, тем более. В полном восторге от самых первых минут прибытия сюда. Групповая номинация у нас. Выступаем завтра утром. У нас танец лирический, 1 поулочная проходка, русский танец и казачий танец «Варенька». Организаторы доводят до совершенства последние штрихи. Всего несколько прогонов и уже практически все готово. Большинство из участников фестиваля, посвященного легендарному танцору Махмуду Эсэмбаеву, впервые не только в Чечне, но и вообще в России. Мы будем выступать в парных танцах. Мы не профессиональные танцоры. И мы представим танец из центральной части Франции. Мы решили принять участие в этом конкурсе, потому что для нас очень интересно показалось поехать в Россию. Для нас это очень интересный опыт. Мы получили приглашение принять участие в этом фестивале и решили, что это хороший случай нам представился, чтобы побывать в Чечне. Конечно, подготовка у нас была очень напряженная, мы по много часов занимались. Для дуэта из Бурятии участие в международном фестивале такого масштаба – настоящая проверка на прочность. Ребята хотя и волнуются, но рассчитывают, что поддержка публики им поможет. Само название говорит за себя, город Грозный. Есть грандиозные ожидания, думаю, посмотреть город. Мы будем выступать в номинации «Дуэтный танец». Мы привезли монгольский танец и бурятский. Открытие фестиваля началось с представления участников. Исполняющий обязанности министра культуры Хушбау Дедаев поприветствовал гостей и зрителей. Он отметил важную роль таких конкурсов. Имя великого Махмуда Эсэмбаева очередной раз, 8-й раз собирает нас на родине Махмуда Эсэмбаева, Чеченской Республики, известных мастеров хореографии, любителей танцев, потому что он был великим танцором, великим сыном чеченского народа, который прославлял чеченский танец, чеченскую культуру, чеченские традиции, обычаи на весь мир. Сегодня на сцене была представлена лишь приветственная программа. Фестиваль открыл номер легендарного ансамбля танца в «Войнах». После него солисты других чеченских ансамблей. Фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева проводится в Грозном уже в 8-й раз. Шоу набирает популярность, и география участников расширяется год от года. Праздник танца продлится до 18 октября. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Дани Хавхаров. Новости. В состав конкурсного жюри ежегодного фестиваля вошла директор Государственного российского дома народного творчества Тамара Пуртова. Напомню, она уже оценивала участников конкурса в предыдущие годы. Своими впечатлениями о регионе заслуженный деятель искусств России поделилась с нашим корреспондентом. Добро пожаловать в Грозный. Вы уже 4-й раз приезжаете к нам. С какими эмоциями вы приезжаете в Чеченскую Республику? Спасибо. Вы знаете, у меня очень загруженный рабочий график. Но вот эти сроки, которые поставлены на этот конкурс, они всегда являются какими-то незыблемыми для меня. И имя Махмуд Али Султановича, с которым я была лично знакома, общалась очень хорошо, ну, в общем, святое в какой-то степени, конечно. И, конечно, сюда всегда тянет. Ну, вот сейчас впервые приехал в состав жюри специалисты из Франции.
И как раз, когда мы ехали сейчас во дворец, он меня спрашивал: скажите, а как вот здесь? Я сказала: вы знаете, здесь более спокойно, более безопасно. Он говорит: чем в Москве? Я говорю: чем в Москве? Так что самые положительные воспоминания, самые положительные эмоции. Это ваше первое участие в качестве жюри в международном фестивале-конкурсе танца имени Махмуда Эйсамбаева. Что вы думаете о самом конкурсе? Вы знаете, этот конкурс ценен очень тем, что он имеет свое особенное лицо. Вот когда его посвятили имени Махмуда Эйсамбаева, он сразу определил содержание свое. То есть вот сольные танцы, дуэтные танцы. Пожалуй, это единственный на сегодня конкурс, который вот имеет такую направленность. А как вы относитесь к кавказским национальным танцам? Для меня понятия такого нет, кавказский танец. Я считаю, что есть танцы Осетии, есть танцы чеченские, есть танцы народов Дагестана, и там их тоже великое множество. Поэтому вот объединить и сказать кавказский танец, это будет неверно. Конечно, очень зрелищная, скажем так, вот, да, национальная краска. Что? Зрелищность, сопровождение музыкальное, которое, как правило, всегда живое, которое там долго, да, как это громкая музыка, да, и, конечно, особая какая-то выучка, особая стать. Но так и должно быть, так и должен танец отличаться обязательно какой-то изюминкой. Вот танцы народов Кавказа, они отличаются особой посадкой тела, особой осанкой, которую не каждому дано освоить. И это вот, знаете, как вот или в крови должно быть, или надо очень долго воспитывать. Ну, а чеченские национальные танцы, вы видели выступление чеченских артистов? Я очень хорошо знаю «Войнах», очень хорошо знаю второй профессиональный ансамбль «Нокчо», и прекрасные у вас детские коллективы, здесь два, которые тоже высоким уровнем отличаются. По-моему, Башлан получил в прошлом году премию правительства Российской Федерации. В «Войнах» тоже удостоен этих великих наград. Что касается технической стороны, да, то они, конечно, на очень высоком уровне находятся. Я вот не знаю, что будет сегодня, но надеюсь, будет тоже, как и всегда. Никогда они не роняли эту планку вот технического совершенства именно. И очень приятно, что вот у нас в составе жюри народный артист Доку Мальцагов, который долгое время здесь прожил и танцевал, и был такой звездой, в общем-то, в «Войнах». А сегодня он работает в Москве и руководит школой имени Махмуда Эйсамбаева и привлекает детей московских, да, диаспору к занятиям танцем. Это очень благое дело. Вы являетесь автором множества книг и пособий по хореографии. Какие можете дать советы человеку, который решил заняться танцами? Смотря какого возраста этот человек. Если это человек совсем юный, то, конечно, это нужно дать совет родителям, чтобы они прежде всего отдали его куда-то заниматься и обучаться танцу. И вообще я считаю, что танец, он в системе воспитания одну из главенствующих ролей должен играть. И хотелось бы все-таки, чтобы он вернулся в школьные программы, чтобы наши дети все-таки знали свои национальные танцы, танцы других народов, вырастая вместе с языком, учили основы культуры, основы этикета. Спасибо вам за интервью, было очень приятно с вами поговорить. Всего вам доброго. Спасибо большое и вам. Я надеюсь, что телезрители хоть немножечко приникли к этому источнику и тоже станут любителями танца. В селе Егойты состоялись конные скачки. Десятки наездников собрались здесь, чтобы выяснить, кто самый быстрый. Принимают участие как профессионалы, так и любители. Посмотреть на состязания собрались местные жители и официальные лица. Всего состоялось 3 заезда. Первый из них был приурочен к рождению сына Рамзана Кадырова, а поводом для второго стала победа уроженцев села Салмана Жамалдаева и Саламу Абдурахманова в финале турнира Гран-при Ахмат-2016. وقع اشتي برازنك دو كانتون الجورج خوك شدو ال قوز حد يحكنيتو دا قوز خاكر نستلا اشت حليالر خليسا جورن بس كانت دال دوقه واويل دال ايمان شو حد يزل غو ويل سنخ يحكي عن بور ناس طونا سونا سلمان اشت طلارن بين دون هقع ادم وش خيتر ليريس ال ودرخسون دون.
Житель села Майртуб собирается побить мировой рекорд. Джабраил Азизаев планирует за минуту отжаться 95 раз. Перед комиссией книги рекордов Гиннесса он выступит уже на следующей неделе. Мужчина жаждет не только мирового признания, но и звания самого реактивного человека. Наш корреспондент подробнее. За 30 секунд 68 раз. Такой мировой рекорд по отжиманиям на пальцах, касаясь груди пола, поставил 30-летний житель Чеченской Республики Джабраил Азизаев. Теперь спортсмен проводит усиленные тренировки, чтобы улучшить свой результат и войти в книгу рекордов Гиннесса как самый реактивный человек во всем мире. Свой первый рекорд он поставил в 2006 году и с тех пор 11 раз показывал лучшие результаты в различных вариациях отжиманий. Даже на тренировке Джабраил смог побить свой рекорд. За 30 секунд он смог отжаться 71 раз. Действующий рекорд, это тоже, это рекорд установил я. Хочу установить мировой рекорд за 30 секунд касания груди пола. Если за 80 раз за 30 секунд, если могу я отжаться за 30 секунд, то это является самый реактивный человек в мире. Уже на следующей неделе чеченский спортсмен планирует полететь в Москву, чтобы специальная комиссия книги рекордов Гиннесса зафиксировала его результат. По словам спортсмена, он собирается за полминуты сделать 95 отжиманий. Это почти 10 раз за 3 секунды. Изнаур Заурбеков и Луиза Юнусова. Новости. И в конце выпуска предупреждение от столичных властей. Завтра с 9 утра до 20:00 вечера будет приостановлена подача воды в большей части Октябрьского района. Такая мера вызвана работами по подключению нового водопровода. Мэрия Грозного приносит свои извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам заранее запастись водой. Это все новости к этому часу. Спасибо за внимание и всего доброго.